Здравствуйте, в эфире программа «Интервью». Я представляю гостя в студии. Это Айдар Хусаинов, поэт, а также веб-редактор газеты «Истоки». Айдар Гайдарович, здравствуйте. Здравствуйте. У нас сегодня, на самом-то деле, наверное, много поводов для встречи с вами, но один из самых актуальных – это давайте обсудим именно развитие у нас литературы, развитие поэзии, драматургии, потому что сейчас, как мне кажется, начинается новая веха. Потому что мы сейчас уже обращаем внимание именно к книгам, к литературе, именно к поэзии. Мы по новой открываем для себя этот жанр. Как думаете, почему? Вы как раз сказали о том, что происходит, и размышляя об этом, почему так происходит, я пришел к одной интересной мысли. Дело в том, что если раньше каждый из нас, находясь на своем месте, он мог влиять на... Значит, если ты живешь в деревне, ты влияешь на какую-то деревню, да, живешь в городе. А сейчас мы все, по большому счету, от нас до другого человека, даже если он живет там на другом конце страны, буквально рукой подать. И поэтому очень важна литература. Литература как средство коммуникации между людьми, которое помогает всем нам объединиться и решать наши общие задачи. И поэтому голос каждого, он слышит вся страна фактически. И в принципе не только страна, но и весь мир. Кого бы вы отметили сейчас именно из поэтов башкирских, которые есть у нас и которые, может быть, знаковые? Потому что, согласитесь, в свое время Пушкин был голосом времени, Блок, Бродский. Сейчас кто эти люди? Ну, дело в том, что назвать вот какие-то фамилии я, конечно, могу и назову. А дело в том, что литература создается не одним человеком. Да, был Пушкин, но вокруг Пушкина была целая пушкинская плеяда. Был Александр Блок, вокруг него тоже была огромная плеяда. И вот сейчас в нашей республике большое количество замечательных поэтов. Я вот назову: Алексей Кривошеев, Салават Вахитов, Мансур Вахитов. И, Галарина. И вот эти люди, Александр Залесов, и вот эти люди, мы как раз все вместе создаем вот это тело, тело литературы, тело наших дней. Какие темы в основном сейчас встречаются в поэзии? Ну, сейчас говорить о темах – это очень сложно, потому что когда литература, вот в советское время особенно, она была подвержена, вот эти вот тематики, да, вот давайте об этом поговорим. Вот. Но наша жизнь, она состоит из того, что не существует только одного вопроса на повестке дня. Их много, их надо все решать одновременно, потому что нельзя сказать: давайте вот мы целый год будем заниматься чем-то одним, потом будем чем-то другим, там, и так далее, и так далее. Потому что вот посмотрите на информационную повестку, вы видите, что постоянно приходит огромное количество новостей. Люди делают и то, и другое, и третье, и четвертое. И точно так же литература. Она касается всех вопросов, которые людям интересны, которые их волнуют, на которые нужно давать какой-то ответ. То есть, если, например, у Гоголя была тема маленького человека, у Варлама Шаламова, у Солженицына была тема именно человека, который находится в заточении, то сейчас такой определенной темы все-таки в нашем современном мире нет. Именно такой ключевой, я бы сказала. Ну, в свое время у нас действительно было такое представление, что вот достаточно найти какое-то звено, потянуть его и за это звено все вытащить. На самом деле сегодня это не так. Потому что, представьте себе, что все замечательно, однако отключилось отопление, допустим. Ну, всем надо заниматься. И тем, и другим, и третьим, и четвертым. Вам, как поэту, который пишет уже не первый десяток лет, как представителю именно вошедшему в международное сообщество ПН-центр, правильно я понимаю? Да, да. Какие вам интересны темы? Чему вы сейчас отдаете предпочтение? Ну, я как раз хотел сказать о том, что сейчас, может быть, есть такая вещь, поднимается глубинная, архаичная, можно сказать, да, историческое, доисторическое даже. Те пласты, которые
были в какое-то время, ну, может быть, забыты, или на них не обращались внимания. Вот недавно, не так давно у меня в издательстве «Китап» вышла книга, это башкирские народные песни. В них рассказывается, ну вот, если говорить о тематике, там и о войне, и о мире, и о любви. Вот. Но в целом это рассказывается о том, как люди, которые жили в те годы, относились ко всему этому. И это очень важно, потому что для нас, вот на нынешние наши дни, они как раз заставляют вспомнить то, что было много-много лет назад, имеется в виду во время Великой Отечественной войны, да. Как люди относились к этому, как они переживали эти сложные моменты. И кроме того, нам очень важно, как переживали это наши далекие предки. И вот это очень интересная книга, и в ней есть вот ответы на эти вопросы. То есть современному человеку сейчас неплохо было бы именно вернуться мыслями в прошлое? Не только неплохо, а важно. Стоило бы. Очень важно. Почему? Потому что это люди, которые не просто, значит, попадали в сложные ситуации, они побеждали. Это то, что нам нужно. То есть, в принципе, вопросы, те вечные вопросы, о которых мы говорим, всегда одни. Да, одни и те же. И, в принципе, уже да. на них есть ответы. Да, конечно, конечно. Вот на самом деле эти ответы все время видоизменяются, это важно. И мы должны, опираясь на опыт наших предков, рассказать, что, как и что, какие последствия принятых решений, что мы будем делать, как мы можем исполнить свой долг, не теряя своего человеческого достоинства. Как эти мысли донести до молодежи? Вот именно я сейчас, может быть, вам задам такой вот вопрос, который отчасти риторический, отчасти очень сложный, потому что воспитать всегда сложно, да, сейчас очень принято говорить, воспитайте прежде всего себя, прежде чем молодежь начнете воспитывать. Но как, может быть, посредством литературы можно именно донести опыт прошлых лет? Это очень хороший вопрос, потому что действительно мы много об этом думаем, потому что молодежь – это, понятно, да, наше будущее. И как им об этом рассказать? И мне кажется, единственный возможный ответ и правильный ответ, когда мы покажем им, вот посмотрите, вот мы так живем, вот так мы делаем, и вот примеры этого. И мы показываем им разновидности ответов. Вот посмотрите, в то время было так, вот в то время было так, в наше время вот так. А как вы будете отвечать на этот вопрос? А вот давайте на примерах поговорим. Я правильно понимаю, мы с вами очень говорим расплывчато, да. Но мне, как зрителям, наверное, нужен какой-то конкретный пример. Да, из конечно, серии, что посеешь ветер, пожнешь бурю. Да, и это нужно понимать. Да, конечно. Вот это один из таких законов. Вот какой бы вы пример привели? Как думаете? Вот для того, чтобы мы, когда говорим, когда ты не помнишь своего отечества, то ты и остаешься нигде. Вот как в этом? Вот какой бы вы пример привели для себя? Это замечательный вопрос, потому что на него существует огромное множество ответов. Когда мы смотрим в историю, мы понимаем, что произошло. Вот, допустим, мы видим вот эти стихи, вот этих поэтов, мы видим вот эти линии, как вы говорили, да, посеешь, пожнешь и так далее, и так далее. Но когда мы проживаем это сегодня, мы не знаем, чем это обернется. Но ведь опыт наших предков предполагает, что мы понимаем, что если мы поступаем сегодня так, то завтра мы, скорее всего, получим именно эти всходы. Ну, это да. Мы получим не пшеницу, а сорняки. А мы ведь хотим получить как раз пшеницу. И вот что нам делать для того, чтобы эту пшеницу... Но здесь есть очень интересный момент. Здесь надо верить. Здесь очень важный момент доверия молодежи, потому что мы не должны поставить их в такие жесткие условия, мы не должны их просто сманипулировать ими, и они должны поступить именно так, как мы хотим. На самом деле для них очень важен момент определенный, где они понимают, что решают они сами для себя. Как они решат, так и будет.
И я абсолютно уверен, что они не посрамят и свое отечество, и свою страну. Айдар Гайдарович, мы с вами такие вот вопросы затронули, очень важные. Может быть, мы не в каждом интервью мы об этом говорим, но не говорить об этом тоже все-таки нельзя. И я вас представила и как поэта, и как редактора газеты «Истоки». И, естественно, как поэта я не могу не спросить, не попросить вас продекламировать стихи. Может быть, у вас есть актуальное на сегодня стихотворение, может быть, есть то, которое дорогое, написано, может быть, оно не вчера и не позавчера, но оно так дорого сердцу, чтобы его хотелось бы, чтобы услышали сегодня наши телезрители. Спасибо, спасибо, спасибо. Ну, действительно, не часто зовут, и не часто ты читаешь стихи на телевидении, но вот прочитаю, да. Туманный день, бесцветен, как с похмелья, лежит зима подушкой пуховой, и легкий снег, как сладостное зелье, дорогою проходит верховой. Тут как подумаешь, что мы с тобой могли бы найти в лесу каких-нибудь опят. Деревья, как обглоданные рыбы, глазами в небо сонными глядят. И чисто-чисто, даже как-то больно смотреть за реку, лес и перевал, где, ошалев от бесконечной воли, раскинулся заснеженный Урал. И как дымами будто обозначен приют, что отыскался для души, где, отдыхая от забот вчерашних, уснули люди, звери, мураши, как будто сбросив тягостную ношу, с разглаженными лицами святых, уснули все, и даже запорошен весь двор большой, пожалуй, золотых здесь не найти огней или денег, как тех опят в заснеженном лесу. Но словно пред началом песнопения вдруг что-то сдвинулось, подобно колесу, и тут младенец, спавший в колыбели, в свой первый день на сладостной земле открыл глаза, невиданный доселе, он видит мир, он чувствует в тепле, надышанном уснувшими родными, животными, что тоже рядом спят. Такой уют, что даже холод зимний, которым мир, как мороком объят, вдруг затрещал, как лед речной, могучий, и в полынье забрезжила вода, и, освещая ярким блеском круче, на небе чистом вспыхнула звезда. И мы с тобой, потерянные дети, не закрывая, не выключая света в темноте, вдруг обнялись, одни на белом свете, и не одни в великой пустоте. О чем это стихотворение? Интересно. Это стихотворение о том, что люди не одиноки. И всегда есть звезда, которая Да, есть всегда звезда, которая светит, всегда есть культура, которая им помогает, всегда есть родные, всегда есть родина, отчизна. Вот говоря такими высокими словами. Говоря и о том, что мы живем вот не просто сегодня, здесь, сейчас, а мы живем в пространстве, где у нас есть наши предки, где есть наша страна, наша республика, если уж говорить об этом. Айдар Гайдарович, спасибо огромное, что вы пришли сегодня к нам в студию, рассказали так много интересного. Спасибо мы вам. Подняли такие вопросы, которые действительно очень важные. И которые в суете дней мы зачастую забываем, но о них важно помнить. И ваш день рождения стал поводом для того, чтобы пообщаться на эту тему. Спасибо вам огромное, успехов, творческих побед. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.